Киеве перед входом в здание украинского парламента активисты раздавали депутатам рулоны туалетной бумаги. Цель акции, по словам инициаторов, продемонстрировать, во что может превратиться коалиционное соглашение законодателей, если законопроект о судебной реформе в стране будет принят в его нынешнем виде. Соглашение предусматривает проведение такой реформы, однако подготовленный проект закона, считают активисты, по-прежнему оставляет политикам возможность оказывать давление на судей. А в кулуарах самого парламента Украины двое депутатов выясняли отношения на кулаках. Предметом спора стал законопроект о собственности на землю. Участники инцидента представляли фракции объединения «Самопомощь», а также партии «Батькивщина». Обе входят в нынешнюю парламентскую коалицию. В городе Наушера, пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, полиция проводит учения женского персонала для антитеррористических подразделений. По планам, первая такая группа приступит к несению службы уже в ближайшие недели. На учениях, которые прошли 11 февраля, присутствовал и лидер оппозиции Имран Хан. Представители его партии возглавляют местное правительство. Министр иностранных дел Китая Ван И высказался за возобновление контактов правительства Афганистана и талибов. Он выступил в ходе своего двухдневного визита в Пакистан. Министр подтвердил также планы первого визита в Пакистан председателя Китая Си Цзиньпина, который должен состояться в ближайшие месяцы. В Тбилиси министр экономического развития Грузии поддержал решение Центрального банка страны повысить базовую процентную ставку с 4 до 4,5% годовых. Оно направлено на укрепление грузинской национальной валюты – лари, курс которой снижался в последнее время, в том числе из-за резкого падения российского рубля.